Настоящий крысиный город появился в поселке Нагаево под Уфой. На местной мусорке грызуны выстроили целый подземный лабиринт, выходы из которого ведут к жилым домам. Крысы охотятся на мелких домашних животных, цыплят, кроликов и держат в страхе жителей поселка. Юлия Нигматуллина расскажет. Вот это вот тропинки крысиные. И ходят они здесь, как у себя дома. Отпечатки крысиных лап, будто следы на месте преступления. Но это тот самый случай, когда улики преступника совсем не волнуют. Здесь, на мусорке в поселке Нагаево, крысы чувствуют себя хозяевами и совершенно не боятся людей. Кошмар. Надо же СС, чтобы у нас тут начал работать. Капец. Я прям видел, как они роем бегут. Очень большого размера, где-то вот такого вот. Здесь вот целый крысиный город, огромные тропы, норы. То есть вот они пошли дальше, через дорогу, и они пошли по домам. Этой мусорке в Нагаево уже много лет. Она расположена на оживленном перекрестке, и за это время крысы успели выстроить здесь настоящее подземное царство с целой системой дорожек и переходов. В основном двигаются по подземным трубам и коллекторам, но умудряются прогрызать даже бетон. Вокруг баков мы насчитали как минимум 10 вот таких вот нор. Крысиные дорожки ведут к жилым домам, которые расположены буквально в 50 метрах от мусорных контейнеров. Местные жители жалуются, что крысы охотятся на мелких домашних животных, воруют цыплят, кроликов. Люди опасаются, что бесцеремонные грызуны могут напасть и на детей. Они даже во двор заходят. Вот там постоянно следы, особенно вот по первому снегу, это было отчетливо видно. Пришлось поставить ультразвук. Вот посмотрите, вот. Иначе как от них спасаться? Травить не можем, потому что дома, ну вот же дети во дворе и животные у нас. Вот ультразвук. Ультразвуковой отпугиватель, купленный за 3000 рублей, пока справляется плохо, признаются жители. Это при том, что буквально несколько дней назад администрация проводила здесь санобработку. Крыс травили, но, очевидно, не очень успешно. Сотрудники коммунальных служб рассказывают, грызуны сыпятся прямо из мусорных баков. Грузишь с контейнеров, чуть на плечо не попадает, бывает. Есть жители, которые приезжают, просто кинули пакет мимо, в контейнер, разница, и вот оно все вот это разрастается. Именно мусор и коммунальщики, и жители считают причиной разрастания крысиного города. Говорят, площадка часто напоминает стихийную свалку. Это видео, например, было снято здесь в середине ноября. Там огромнейший район, все оттуда едут. И вот здесь огромнейший район, и все сюда. Просто не справляется мусорка. Была же мусорная реформа, и, в принципе, должны же это уже сделать. Мы же оплачиваем, и мы ждали, что здесь будет гораздо аккуратнее и красивее как-то. Наоборот, стало везде бардак, везде все сыпется, через стены переваливается. Слишком много мусора копится уже. Сейчас в центральной части Нагаева функционирует 16 официальных контейнерных площадок, и лишь одна из них обслуживает сразу несколько крупных кварталов. Вопрос о дополнительных площадках поднимался администрацией района на собрании местных жителей, но многие высказались против. Сами граждане категорически против установки на каждой улице контейнерных площадок. Мы в этом направлении продолжим обязательно работать. Мы думаем о том, чтобы поставить точно такую же в соседнем, то есть чтобы она не была близко к домам, чтобы она соответствовала всем нормам и правилам. Пока одни не хотят видеть мусорные баки на своей улице, другие вынуждены смотреть на отходы со всего района и вести войну с грызунами. Как правило, с наступлением холодов хвостатые разносчики инфекций начинают искать места потеплее и могут в любой момент забраться внутрь жилого дома. Юлия Нигматуллина, Станислав Птица. Новости Уфа.